Херх из двух слов буквально переводится распиливать высушенное бревно. Вот сегодня мы хотели рассказать о том, как мы делаем перекрытие, пол между цокольным этажом и вторым этажом. Вот здесь, значит, у нас идет к центральному столбу каменному идет вот такие вот бревна, они обрабатываются антижуком и противопожарной жидкостью. Потом, значит, идут поперечные вот такие вот бревна от выступов, которые сохранились. В некоторых местах, где они не сохранились, мы их восстановили. И потом уже идет сам пол. Сам пол, значит, имеет вот такое вот решение. Бревно, распиленное вдоль. При археологических раскопках мы нашли фрагмент такого разрезанного бревна. Он был в очень плохом состоянии, обгоревший, вот, сгнивший. Но это нам дало, значит, доказательство того, что здесь были вот такие вот полы. В ингушском языке слово «пила» называется «херх». У этого слова тоже есть свое значение. Оно состоит из двух слов. Это «хе» и «арх». «Хе» – это бревно, которое уже высушено. Если оно просто срезанное только что, но оно еще не высушенное, это бревно будет называться «хи». А уже высушенное оно будет называться «х». И «арх» – это обрабатывать, распиливать, можно назвать с ингушского языка. И отсюда мы имеем, значит, такое вот значение. Значит, вот такие вот бревна разрезаются вдоль, и они потом, значит, состыковываются с помощью топора. Естественно, он полностью на 100% не стыкуется, где-то есть какие-то расщелины. Ну, эти расщелины, некоторые говорят, что их замазывали глиной, некоторые говорят, что их замазывали, значит, закладывали их шерстью. Некоторые говорят, что просто если положить войлок, то этого было достаточно. Мы этого не знаем пока, но то, что вот касается именно нашей работы, вот мы сейчас делаем. Сегодня насыщенный день. Сейчас еще раз посмотрим. Слабый, если это врача показать, они больше не пустят. Так, запомним, 188 метров. Давление. Да, давление есть.